Здравствуйте, ребята! Суммативное оценивание за вторую четверть. Задание на слушание. Прослушайте начало текста и предположите, о чем пойдет речь в тексте. Ответ о красоте внешней и внутренней. Прослушайте второй текст. О какой красоте говорил дедушка? Ответ В о внутренней красоте. Почему Карина обиделась на слова дедушки? Ответ А. Она считала себя самой красивой. Какая из пословиц не соответствует содержанию текста? Красивый вид человека не портит. Пятый вопрос. Определите последовательность событий. Ответ А. Шестой вопрос. В чем разница понимания красоты дедушки и Карины? Понятия красоты у них разные. Карина видит только внешнюю красоту, а дедушка внутреннюю. Седьмой вопрос. Сформулируйте свой вывод на основе прослушанного текста. Внутренняя красота важнее внешней. Задание на говорение. Вы должны построить аргументированные высказывания, рассуждения с элементами повествования на одну из предложенных тем. Тема для монолога. Если хочешь быть здоровым, то в человеке все должно быть прекрасно. Не суди об арбузе по корке, а человеке по платью. Есть вот примерный текст на тему «Если хочешь быть здоров». Задание на чтение. Прочитайте текст. Первое задание к этому тексту. С какой целью собрались ребята на окраине города? Ответ Д. Посмотреть школьный матч по футболу. Второй вопрос. Какие качества вратаря описаны в тексте? В. Надежный, сдержанный, проверенный. Третий вопрос. К какому стилю речи относится данный текст? Ответ С. Публицистический. Определите жанр данного текста. Д. Репортаж. Укажите два признака жанра, подтвердите примерами из текста. Вот два подтверждения. Шестой вопрос. Какие языковые средства выразительности использует автор в тексте? В туманной дымке, город растет, команды сражаются, напряженные моменты и другие. Задание на письмо. Вы должны написать эссе рассуждения с элементами описания на основе пословицы, поговорки, выбрав одну из предложенных тем. И вот примерный текст на тему «Не ищи красоты, а ищи доброты». До свидания, ребята. До следующих встреч.